Путь к историческому богатству. Воспитанники детского дома Хурытын изучают культуру остинского народа в рамках программы «Наследие Алании». Это проект молодежного парламента республики. Речь идет о знакомстве с традициями осетин, а также историческими реликвиями. Курс на историю ребята взяли с Куртатинского ущелья. Они посетили памятники и древние храмы. «Наследие Алании» изучала и наш корреспондент Гульнара Атемова. Путешествие в Куртатинское ущелье для воспитанников детского дома Хурытын началось с восхождения к храму Рождества Пресвятой Богородицы. Несмотря на то, что дорога к святому месту нелегкая, с пути никто не свернул. Феликс Киреев рассказал детям об истории возникновения храма и о значении, которое он имеет для верующих. Обычно к Матери Божией просят помощи в каких-то семейных делах. Кто-то хочет замуж выйти, кто-то хочет, чтобы семья у него была хорошая, кто-то детей хочет, чтобы родились. Или выздоровели. Вот такие какие-то семейные очень проблемы, чтобы она им помогла решить. Вместе с ребятами к храму поднялись и представители школы осетинских традиций. Для них эта экскурсия тоже своего рода урок. Фатима Плиева, слушательница школы, и подумать не могла, что сможет осилить извилистую горную дорогу. И все же удалось. Говорит, здесь она ощутила мощную энергетику святого места. Я хочу, чтобы каждый житель нашей республики побывал там. И он оттуда уйдет окрыленный. Я себя сейчас чувствую, как будто, не знаю, мне Всевышний дал мне столько сил. Участники экскурсии посетили и святилище Зывгиш. Это святое место и сегодня остается одним из самых почитаемых в Северной Осетии. Помолиться сюда приезжают люди со всей республики. Следующий пункт назначения – Аланский мужской монастырь. Воспитанница детского дома Хурытын Алана Куцоева говорит, что в этих местах впервые. Больше всего ей понравился храм Рождества Пресвятой Богородицы. Когда мы заходили вот в эту церковь маленькую, мы когда зашли, я стала на колени и молила Бога о том, чтобы было здоровье, чтобы люди ни в чем не нуждались. И дети, которые в детских домах попали в дома, в семьи. Экскурсия в Куртатинское ущелье организована по программе «Наследие Алании», реализует проект «Молодежный парламент Северной Осетии». Вот мы постарались в ходе этой поездки соблюсти и осетинскую культуру, осетинские традиции, что немаловажно. Очень важно понимать, что цель такой поездки – объединить людей всех вер, всех жителей Осетии вокруг этой жемчужины, нашей общей жемчужины, святилища Мады Майрамзуар. После такой насыщенной прогулки необходимо набраться сил и подкрепиться. За столом в трапезной Аланского монастыря воспитанники Хурытына делились впечатлениями. Говорят, эта экскурсия запомнится им надолго. В рамках реализации программы «Наследие Алании» в этом году запланированы еще 2 поездки. Участники акции посетят святилище Реком и аланские храмы в Архызе. Зираса Кайтмазова, Аслан Тебиев, Вести Алания.